Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас. Вы смотрите «Город женщин». Ну и вдвойне мне отрадно сегодня вести эфир, ведь это мой заключительный эфир 2019 года. И, конечно, мы его посвятим уходящему 2019 и встрече нового 2020 года. Сегодня мы будем говорить о мерах безопасности, сегодня мы будем говорить про наш желудочно-кишечный тракт, ну а также мы сегодня приготовим вкусные блюда к новогоднему столу. Оставайтесь с нами, все самое интересное прямо сейчас. Добрый день! Сегодня мы поговорим о прогрессивной косметологии. Обычная косметология терапевтическая, она занимается омоложением кожных покровов, а прогрессивная косметология это занимается омоложением организма, то есть всего организма и кожи в том числе. Но это более серьезные процедуры, к ним потребуется более серьезный подход. Врач назначает комплекс анализов, смотрит общее состояние, собирает анамнез, и после этого он назначает курс препаратов, вводимых внутримышечно или внутривенно-капельно. Какие же препараты можно вводить? Можно вводить производное витамина В1, это фурсултиамин или по-другому инъекции танбашинки называются. Кроме того, вводятся и другие вещества, это альфа-липоевая, тиоктовая кислота, вводится кандин Q10, витамины различные, витамин D, витамин, который имеет близкую структуру с гормонами, то есть он регуляторный именно витамин. В нашем современном мире мы все находимся в стрессовых ситуациях. Плотный график работы ведет к истощению организма. В Японии, в Корее очень практикуют именно введение вот таких веществ, которые именно питают и восстанавливают организм изнутри. У нас это, конечно, новое веяние, поэтому все относятся с опасением, но это сейчас идет альтернативная медицина, то есть восстановление организма, когда он относительно здоров. Мы не ждем болезней, мы сразу начинаем оздоравливаться, мы сразу начинаем восстанавливать нехватку микроэлементов, нехватку витаминов и таким образом отдаляем какие-то соматические заболевания. Вещества, которые вводятся, они наоборот угнетают раковые клетки. Их показано использовать для профилактики раковых заболеваний. Курс нужно повторять от 1 до 2 раз в год, но курс подбирается, конечно, индивидуально. Здесь результат такой. Да, человек почувствует разницу, у него появится тонус, у него нормализуется сон. Если в молодом организме мы это начинаем делать, на лицо никаких изменений может и не быть. Но когда уже человек в пожилом возрасте, то да, тогда уже изменения видимые мы увидим через месяц, через 2 месяца, но результат обязательно будет. Это свежесть кожи, это как будто вы приехали после отпуска, свежесть, темные круги исчезают, улучшается тонус и тургор кожи, не только лица, но и тела. Регулируется аппетит. Если человек худой, он наоборот начинает кушать, и у него восстанавливается мышечная масса. Если человек, наоборот, плотный и есть лишний вес, тогда он начинает худеть. Поэтому прогрессивная косметология, она показана всем, без исключения. Потому что мы омолаживаемся и восстанавливаем, профилактируем различные заболевания, когда их нету. Все эти процедуры показаны в комплексе, то есть с правильным питанием, с хорошим сном, с хорошим водным режимом, да, и физическая активность, ну не только там спорт, да, но и обычная ходьба, даже обычная зарядка по утрам. Это все ведет к активному, здоровому долголетию.
Мы благодарим клинику Анабель и, в частности, Анастасию Степанову, которая любезно поделилась с нами секретами красоты и рассказала нам, что же такое прогрессивное омолаживание. Оно существует и оно работает. Поэтому, может быть, кто-то из наших телезрительниц во время январских каникул захочет попробовать на себе эти процедуры, и мы вам их советуем. А мы продолжаем наш эфир, и первый наш гость – это Мария Михайловна Оконешникова. Она является главным специалистом эксперта отдела по защите прав потребителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Вот подумали бы, да, с чего вдруг с утра пораньше мы пригласили сотрудника Роспотребнадзора. А неспроста. Ведь впереди у нас череда праздников. Рождество, Новый год. И самая такая, знаете, актуальная, наверное, проблема и вопрос – это те самые фейерверки и салюты. Та самая пиротехника, которая всегда вызывает подозрения, вызывает массу вопросов. И вот здесь хотелось бы задать вопрос вам. Накануне новогодних праздников, проведение которых сопровождаются использованием фейерверков и салютов, на что нужно обратить внимание в первую очередь каждому человеку? Дарья, я бы посоветовала нашим потребителям в первую очередь обращать внимание на упаковку, на целостность его и на внешний вид. Во-вторых, пиротехнические изделия, они в обязательном порядке должны пройти процедуру сертификации. Это означает, что потребитель имеет право затребовать у продавца сопроводительные документы, где будут вписаны сведения о сертификате. Ну и в-третьих, маркировочные обозначения, они должны быть четко только на русском языке, четко читаемым и не стираемым. То есть те салюты, та пиротехника, да, в которой, допустим, есть иностранный язык и нет перевода на русский, это... Да, значит, она не должна быть в обороте, и я рекомендую нашим гражданам не покупать, не приобретать такую продукцию. А что касается мест продаж, вот знаете, вот у нас сейчас по городу этих точек очень много, да, некоторые точки даже буквально чуть ли не возле остановки, возле торговых центров, на рынке так вообще уйма их, да, вот какие требования к местам продажи и вообще кто имеет право продавать пиротехнику? Посоветовала бы нашим потребителям также не покупать такую продукцию с рук. Да? Это обязательно должны быть специализированные магазины, отделы, секции, киоски, в которых есть соответствующие условия для хранения таких изделий. Также хотела бы отметить то, что такие изделия, они не должны продаваться в магазинах, которые расположены в жилых зданиях, а также в зданиях вокзалов. Допустим, у нас есть аэровокзал города Якутска и автовокзал. Там категорически запрещается оборот этой продукции. Также, значит, наши потребители, не достигшие 16 лет, они также не могут приобрести такую продукцию. Вот здесь тогда можно даже как-то, знаете, проверить, да, подойти, значит, с ребенком, да, которому нет 16 лет, и попробовать купить, и убедиться в правильности, да, вообще, значит, в правильном поведении продавца. Продаст или не продаст, да, вот такое можно проверить. Можно, да. И хотела бы отметить, необходимо покупать такие изделия только у того продавца, который соответствующим образом зарегистрирован в налоговом органе. То есть это должен быть индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, да, либо общество с ограниченной ответственностью, допустим, Иванов. А не какой-нибудь дядя Вася, который стоит на улице. Да. То есть, значит, если мы подходим к точке, мы вправе потребовать, во-первых, сертификат, да? Да, сопроводительные документы. И где-то на видном месте должна быть информация о хозяйствующем субъекте. Это что за продавец стоит там. Да, то есть ознакомливаемся с документами, продавец у нас легальный, нелегальный, затем просим сертификат на продукцию, правильно? Это сертификат называется, да? Да. Затем рассматриваем коробку, ее целостность, смотрим, есть ли перевод на русский язык. Да. Так, хорошо, дальше переходим. А бывает ли у такой продукции срок годности? И должны ли мы ее искать вот на той самой коробочке? Да, вы совершенно правы, Дарья. Срок годности и дата изготовления, они обязательны. Эта информация может наноситься на корпус самого пиротехнического изделия, также и на потребительской упаковке. Легко читаемым, не стираемым русским языком.
Все понятно. Что касается маркировки. Вот я прямо, когда готовилась к этому эфиру, очень много информации нашла про маркировку. И даже о ней-то и не задумывалась, если честно, когда покупала раньше пиротехнические изделия. А ведь это очень такой немаловажный факт, да? Ну, я со своей стороны скажу, что пиротехнические изделия, они в повседневной жизни мы все покупаем продукты, бытовую химию, Да. четко всматриваемся, читаем, выбираем. Да. Точно так же и с пиротехническими изделиями. Значит, обязательно должно быть наименование изделия самого, кто изготовитель, адрес местонахождения этого изготовителя, либо там этой продукции импортного производства, соответственно, должен быть поставщик, импортер, значит, дата изготовления и сроки годности, соответствующий ГОС, с которым он сделан, ограничения по его обороту. В общем, вся полная информация Да, должна быть да, так же практически, да. как и на продуктах, да? Да. Обязательно, да? Хорошо, ну вот вроде бы мы такие грамотные подошли, все проверили, приобрели эту коробку с салютом, с фейерверком, принесли домой. А как его дальше-то хранить? Вот знаете, некоторые думают, что надо убрать на балкон, пусть там стоит. Раз на морозе купили, пусть там и стоит. И сразу потом прямиком на улицу и взрывать его. Кто-то говорит, что надо хранить в тепле. Вот здесь вопрос у меня к вам. После того, как вы приобрели такие изделия пиротехнические, ну, потребитель выносит его домой, да? Да. Его следует хранить в сухом отапливаемом помещении. Но опять же, тут нужно иметь в виду, что температура не должна быть такой высокой, Да. как в жарких странах. Да. Нельзя хранить, допустим, вблизи отопительных приборов, Да. что может привести к последствиям. Да? Также нельзя отсыревшие, допустим, бывают изделия, да, вот в нашем случае. Нельзя также хранить его вблизи отопительных приборов и сушить, допустим, бытовым феном. Вот. Ошибка, да? То Да. промокла и начинает, ну, я надеюсь, никто до этого не додумается, да, сушить феном, да, или, допустим, Да. я не знаю, поставить возле батареи, пусть просушится, да. Ни в коем случае этого не делайте. Это взрывоопасно. Да, и обязательно его не нужно разбирать, собирать, менять его конструкцию и так далее до его самого применения. Все. Итак, уважаемые телезрители, я надеюсь, мы помогли вам при выборе фейерверков. Ну и, конечно, сегодня новогодний эфир. Пожелания от Роспотребнадзора всем жителям нашей республики. Дорогие жители нашей республики, я бы хотела пожелать в преддверии Нового года правильно отнестись к выбору пиротехнических изделий, таких как салют, фейерверки, которые у нас на территории республики очень популярны, и соблюдать все меры безопасности и предосторожности. Ну, спасибо большое, конечно. Мария Михайловна, с вашей помощью, надеюсь, сегодня мы сделали благое дело, и многие наши телезрители грамотно выберут фейерверк, и у нас не будет никаких эксцессов и каких-то таких страшных случаев, да? Ну, а мы от всей души желаем вам счастья, любви, здоровья и, конечно же, успехов в вашем нелегком труде. С Новым Спасибо годом. большое, Дарья. Надеюсь, мы еще встретимся. Конечно, увидимся в новом 2020 году. Ну а сейчас, дорогие друзья, внимание на экран. Очень интересно дело выбора, насколько оно сложно и как на это можно посмотреть со стороны. Уже наступают новогодние праздники, и все просто атаковали магазины. Глаза разбегаются от огромного выбора товаров и различных акций. А ведь иногда бывает так интересно, что же выбирают другие. А самое главное как? Предлагаю узнать. Это Айта. Она мама 3 детей, специально выделила время на шопинг. В преддверии новогодних праздников я решила сделать себе подарок и выбрать себе зимнюю обувь. Как многодетной маме и предпринимателю мне очень важно, чтобы обувь была практичной, удобной и, самое главное, красивой и теплой. Я пока точно не определилась с моделью, но мое внимание привлекли вот эти вот ботинки. Мне очень нравится то, что здесь плоская подошва, здесь очень мягкий, плотный мех. И самое главное, можно подумать, что они на шнуровке, но на самом деле здесь есть потайной замок.
благодаря которому я смогу его быстренько одеть и побежать на прогулку с детьми. Мне очень нравятся модели из замши, потому что это отличный вариант для нашей якутской зимы. В ней значительно теплее, и она очень практична. Мне очень понравился этот цвет. Это не тот черный, и поэтому я бы хотела бы что-нибудь в этом роде, или, может быть, даже что-нибудь посветлее. Мне очень понравилась данная модель. Она на небольшом каблучке. И также мне очень нравится, что модель классическая, но при этом она обозначена таким небольшим дерзким элементом, что подчеркнет мою индивидуальность. Из всех подобранных мною моделей мне больше всего приглянулась эта пара. Мне очень нравится, что это удобно, практично. Мне очень нравится этот светлый цвет. И, скорее всего, я себе возьму ее. А это Кристина, та еще модница. Что же она ищет? Скоро Новый год, я купила уже платье и теперь ищу к ним туфли. Хочу что-то яркое и красивое, что подчеркнет мою личность. Мне важно, чтобы туфли были удобные, красивые, практичные и качественные. Кстати, есть такой лайфхак, да, наверное, многие знают, что такие туфли, светлые туфли, они прибавляют роста, то есть вы будете визуально смотреться выше. А вот я еще нашла такие туфли с животным принтом. Самый тренд этого сезона, прям это все мое, красные туфли. Хотелось бы, чтобы ножки не уставали, хочется плясать до утра, и чтобы ножки не натирали. Вот, по-моему, самый такой оптимальный вариант. Еще посмотрите, какой каблук красивый, очень оригинальный. Я бы выбрала, наверное, эти туфли. Я их запримечу. Очень сложно бывает выбирать девушке туфли. И в финал у меня вышли вот эти две красавицы. Как вы думаете, какую из этих туфель я выбрала? Конечно же, я выбрала красный огненный леопард, потому что мне очень нравится красный цвет. Я люблю быть в центре внимания. Смотрите, и мне кажется, эти туфли прям очень подойдут под мой новогодний наряд. С наступающим вас! Отличного вам шопинга и, конечно же, шикарного праздника! Будьте неотразимы вместе с салоном обуви Миадонна. Мы благодарим наших партнеров салона обуви Миадонна за то, что не первый раз уже помогают нам в выборе то сапог, то туфелек. И я думаю, каждой даме приятно будет вот так посмотреть и уже заочно, дистанционно выбрать себе парочку туфлей, которых много в гардеробе не бывает. Ну а мы продолжаем наш эфир. И следующий мой гость – это Анна Постникова. Это врач-гастроэнтеролог первой категории, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Анна. Но вас мы позвали тоже неспроста. Новый год Новым годом. И все сейчас бегают, закупают продукты. 31 числа накроем стол, будем есть 1 числа в гостях, 2 числа, 3. И, конечно же, здесь первый вопрос, конечно, будет: а как же на это все отреагирует наш желудочно-кишечный тракт? И вот именно про это сегодня мы с вами и поговорим. Каждый год с окончанием новогодних праздников увеличивается число больных с диагнозом, да, различными, вот именно по проблеме желудочно-кишечного тракта. Почему? Дело в том, что сейчас предновогодние хлопоты идут действительно очень приятные хлопоты. Мы все радостные, нарядные, идем на корпоративы, радуемся, на утренники, заготавливаем продукты. И действительно Новый год сказочный, очень такой чудесный праздник. Хочется радоваться, лакомиться чем-то очень вкусным. Вообще, надо сказать, что новогодняя пора действительно приносит очень много проблем именно вот людям с хроническими заболеваниями. Для них, например, вот происходит обострение на фоне неправильного употребления, потому что очень часто люди набрасываются на еду, как будто, ну, это вот Год ждали конец, этого, да? да, целый год ждали. На самом деле не обязательно ждать год, можно и в течение года вот этим вот всем Лакомства, лакомиться. да, такие. На самом деле
для народа существует такой стереотип, он с советских времен остался, и до сих пор он практикуется у некоторых, надо сказать. Обострения действительно, да, идут. Причем, надо сказать, эти обострения чаще всего провоцируются злоупотреблением алкогольными напитками. Вот, Жирными то есть самое продуктами. главное за Да. праздничным столом – это все-таки алкогольные напитки, да? Да, действительно. Вот это вот беда нашего общества, надо сказать. И само общество, оно не понимает, что есть культура питья, да? Называют, что вот я много не пью. На самом деле для того, чтобы заболеть человеку, нужно немного на самом деле, да? И происходит обострение не только вот хронических заболеваний, но и острые тоже могут быть. Например, заболевания желудка, поджелудочные железы, печени очень часто обостряются. И надо сказать, что пациенты с желчекаменной болезнью, они тоже входят в эту группу. Вот у нас сейчас картинки такие ужасающие, Да, вот это вот заболевание поджелудочной железы, когда, ну, очень часто под воздействием алкогольных напитков в купе с жирными продуктами происходит обострение панкреатита, ну и, конечно, там панкреонекроз может случиться, когда железа начинает сама себя переваривать. Вот, Анна, скажите, пожалуйста, если все-таки после праздничные дни ощущаешь себя немножечко пока так, знаете, ну, тошнота, может быть, там повышенное газообразование, тяжесть в желудке, здесь уже нужно бить тревогу или это нормально для послепраздничных дней в пределах нормы, так сказать? Да, действительно, каждый человек может помочь себе сам. Да. Ну, во-первых, не переедать. Это золотое правило. Надо сказать, что праздничное настроение, праздничная пора, любые вот вкусные продукты – это есть удовольствие на самом деле. Надо получать удовольствие от еды, от его вида эстетически, да? Но при этом не переедаем. Можно попробовать с праздничного стола практически все блюда, но учитывая своих особенностей. Например, пациенты с сахарным диабетом, да, они должны ограничивать себя в сладостях, мучных продуктах. Пациенты с хроническими заболеваниями печени от алкоголя должны воздержаться, от жирных продуктов, само собой. Ну и, конечно, несмотря на то, что мы готовим очень много продуктов, именно в день Нового года есть такой момент, когда люди ждут 12 часов. Полночь, когда наступит полночь, и они не едят. Готовишь-то весь день, да, Да. и не ешь, ждешь Весь день. строго 12 ночи. Да. Это плохо. Это очень плохо. Почему? Потому что любой интервал, длительный интервал между приемами пищи, это провоцирует сгущение желчи. Раз происходит такая ситуация, это очень опасно для пациентов с желчекаменной болезнью. И, конечно, вот эта ситуация, она может провоцировать его обострение, потому что камни начинают двигаться, могут попасть в проток, да? Вот так вот, А да? это очень опасная Опасно. ситуация. То есть, дорогие наши хозяюшки, кормите своих домашних, Да. до 12 ночи, пожалуйста, и сами кушайте, пожалуйста. Не надо ждать 12 ночи. Хорошо. А если все-таки безопасные какие-то эффективные средства, да, растительного происхождения, вот, которые можно, может быть, какую-то травушку заварить или еще что-то, чтобы вот избавить себя от вот этой тяжести после перееданий? Вообще, надо сказать, по травяным компонентам травы это действительно наиболее безопасный вид продуктов лечения, да, и человек может сам себе помочь. Ну, например, самым простым относятся аптечная ромашка наша, зверобой, подорожник, мята. То есть человек может пить даже чай с мятой, это уже хорошо. Это уже хорошо. Это уже хорошо, надо сказать. Существуют различные желудочные, кишечные сборы, это вот специально подобранные идут. Можно самим заваривать, либо тут нет такого, например, каждому человеку, конечно, индивидуальный подход нужен, потому что существуют гастриты аноцидные, гипоцидные, гипероцидные и так далее. То есть надо подбирать индивидуально. То есть сказать конкретно, вот принимайте только это, невозможно. Самолечение исключаем обязательно. Да. Хорошо, вот, Анна, у меня такой вопрос возник. После того, вот как все-таки поешь, 1, 2, 3 числа, думаешь, дай-ка 4 сделаю себе разгрузочный день и посижу на кефире. Вот вы, как врач-гастроэнтеролог, скажите, пожалуйста, разгрузочные дни вот в новогодние праздники есть хорошо или категорически запрещено? Разгрузочные дни – очень хорошая вещь, надо сказать. Мы вообще в течение жизни очень много переедаем.
переизбыток вот этой вот еды идет, поэтому необходимо один раз в неделю проводить разгрузочные дни. Например, особенно вот после праздников. Конечно, надо сказать, лучше все-таки соблюдать меру, особенно вот помогает от переедания употребление простой чистой воды. То есть ощущение сытости придает, и вот эта вот ситуация, она сама по себе, употребление воды, человек на 90% состоит из воды, и, конечно же, организм этого требует. То есть лучше начать поэтапно, да, не брать и резко свой организм так мучить, да, разгрузочным днем, а лучше вот начать с обильного питья, да? Да, и вообще хочу сказать, что разгрузочный день подразумевает не голодание, Да. а употребление какого-то конкретного продукта, типа именно вот легкий продукт. Например, там яблоки, кефир, творог и так далее. Да? Вообще во время праздника лучше налегать на легкие продукты. Это фрукты, овощи, желательно на овощи цветные. Да? Вот это вот будет очень хорошее спасение. Ну и, конечно, вместо колбасных изделий, например, чисто свое мясо будет, конечно же, лучше. Рыба, мясо, да? Вот так вот. А вот какие продукты лучше вообще вот исключить с праздничного стола? Вот прям вообще убрать их, даже не ставить, и это будет полезно всем. Ну, продукты, конечно, у каждого человека есть свои предпочтения. Вот эти вот предпочтения, они желательно учитывать. Для кого-то, например, молочные продукты, для кого-то мясные продукты. Но в основном на мясные мы налегаем, да. И, конечно, сказать, вот, уберите вот этого, нет такого продукта. Все продукты в меру, они очень даже полезны и хороши, но вот именно от алкогольных напитков, от спиртных лучше все-таки воздержаться. То есть вы советуете убрать вообще спиртные напитки? Самое главное вот этот момент. Хорошо. А все-таки как обезопасить себя от отравлений? Ведь бывает такое, что, знаете, вот салатик-то стоит 2 дня, да, и хочется его опять поесть, и здесь числа 3-4 начинаются те самые отравления. Да. Дело в том, что мы готовим салаты тазиками огромными. Это опять тоже привычка, да? Гости придут, да, и так далее. На самом деле сейчас идет тенденция, что готовить надо именно вот на вечер. Не на весь праздничный период, потому что салаты, они хранятся всего 24 часа. Желательно, учитывать надо то, что они полдня стояли на столе, контактировали, и был контакт с руками, на нем попадает на продукты пыль, вот эти вот хлопушки, вот это, все дела. Поэтому вот эти моменты надо учитывать, и салаты лучше готовить, ну, там, 1 тарелочку, да, на стол, этого достаточно будет. Потому что учитывайте, что завтра тоже наступит день. Хорошо. То есть готовим небольшими порциями и не выставляем все сразу, да? И вот все-таки ваши советы, да, вот буквально осталась минутка одна. Дорогие мои, значит, ограничиваем. Еще вот быстренько все немножко резюмируем. Для того, чтобы встретить Новый год со здоровым желудочно-кишечным трактом. Ну, во-первых, это хорошее настроение. Да, обязательно. Продукты, чтобы были свежие, желательно местного производства. И любимые продукты. Еда должна приносить удовольствие. Вот Только так. тогда она идет на пользу. Спасибо большое. А еще, наверное, надо побольше двигаться, да, мне кажется? Обязательно. Вот лежать на диване, кушать салаты не надо. Встаньте, потанцуйте хотя бы, товарищи. Ведь праздник, Новый год, да, и тем самым мы немножечко подвигаем, да, все там, и у нас пищеварение улучшится, правильно? Да. Ну что, спасибо большое, что посетили наш эфир и поделились такими полезными советами. Город женщин желает вам также всего самого наилучшего в новом году. Не прощаемся и ждем вас в 2020 году с вашими полезными советами. Спасибо. И буквально вот у вас еще есть несколько секунд поздравить телезрителей. Дорогие телезрители, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам всем здоровья, крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний. И берегите себя, будьте здоровы. Спасибо большое. Вот такие пожелания от врача-гастроэнтеролога в городе женщин. И с нами была Анна Постникова. Ну что, мы продолжаем наш эфир. Сейчас прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, потому что сразу после этого мы узнаем, какой был самый лучший подарок для многих семей в Якутии. И, конечно же, мы займемся вкусной готовкой. Оставайтесь с нами. Знаете, говорить о выборе новогодних подарков можно часами, годами. Ну а для некоторых семей
самый главный подарок – это возвращение сына домой. Следующее видео набрало очень много просмотров, а было снято оно случайно, ведь Ольга Яковлева-Калачикова возвращалась из города Хабаровск 20 декабря, где побывала на присяге своего младшего сына. Возвращалась она с добрыми эмоциями, оставила сына служить в армии, но а с ней в самолете летело много бравых молодцев. И внимание на экран. Ой, ну это видео невозможно смотреть без слез. Смотрела его, наверное, раз 5, и каждый раз слезы наворачиваются. Потому что, действительно, наверное, это одни из самых трогательных моментов в жизни каждого парня, который уходил в армию, приходил с нее, и для его родителей тоже. И мы встречаем в студии главного героя, можно сказать, этого видео, который шел самый первый, выходил по трапу самолета с огромным букетом роз. Это Айталы Мурзалыев и его папа Мурзалы Кайназаров. Здравствуйте. 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 Ну что, вот оно, новогоднее чудо, новогодний подарок, который вернулся 20 декабря и обрадовал всю свою семью, да? Добро пожаловать к нам в город женщин. Ну и расскажи, пожалуйста, где ты служил и вот как тебя встречали твои родственники? Ну, я служил в городе Хабаровск, военная часть 54054. Меня тут встретили родители, друзья, все родные. Вот. А провожали тебя когда? Провожали 21 декабря прошлого года. Прошлого года, 21 декабря, и практически вот так, да, день в день ты вернулся обратно, да? Но тогда вот здесь вопрос, конечно, к папе. Какие были переживания? Вот на видео мы не видели особо ваших эмоций. Маму видели, плакала, мама ревела, а мужчины тоже плачут в этот момент, скажите честно. Ну, если честно сказать, ну, эмоции я себе не давал, ну, просто не вытер слезы. Вытер слезы, да? Да, поэтому не было видно, чтобы что плачу. Плачете. Кстати говоря, вот Айталы, с тобой вместе был твой сослуживец, Виктор вернулся, да, тоже? А у него вообще двойной праздник, ведь 20 декабря у его мамы было вообще день рождения. И вот прям там это и подарок маме на день рождения был. Еще я знаю, у тебя был сослуживец, с тобой вместе молодой человек, который дальше летит в Сунтар и приедет практически к Новому году. Вот скажи, ты считаешь, что все-таки это такой новогодний подарок для твоей семьи, что все-таки ты вернулся домой с армии? Да, я считаю, что это новогодний хороший, подарок, да? Замечательный подарок. А вот такой вопрос еще. Как вообще служится нынче в армии? Вот честно скажи, сложно было? Нет, Не было сложно. вообще. Скажи, что насчет дедовщины бывало? Нет, дедовщины не было. Не было дедовщины. Хорошо. Тогда вот про то армейское братство. Вот сколько ребят с Якутии было, служили с тобой вместе? Со мной вместе 7. 7 было. 7. Прям с тобой в одной... Да, в одной части В вместе. одной части, да? Да. И вот там познакомились, или вы еще в Якутске были знакомы? Не, я с Виктором до этого, до службы знал. То есть вы вместе были? Да. Хорошо. Вот скажи Вместе честно, были. в преддверии Нового года, да, вернулся домой. Сейчас что делаешь? Отдыхаешь или уже полностью в новогодней суматохе? Мама сказала, беги по магазинам покупать подарки. Или тебе говорят, нет, родненький, лежи, отдыхай. Я отдыхаю сейчас. Отдыхаешь, хорошо. Здесь улыбается папа. Не загружаете его ничем, наверное. Сыночка Нет, вернулся, да? Пока нет. Хорошо. А вот этот год, насколько сложно дался вам, как родителям? Переживали, ждали, ночами не спали? Ну, как? Ну, маме, наверное, немного было тяжелее, чем я. Потому что я сам служил в армии. Ну, в то время, когда я служил, 2 года было. А сейчас год. Ну, Ничего страшного, можно? Ну, думал, что все будет нормально. Все нормально. Но все равно переживания за сына Ну да, были. конечно, переживал. Особенно, когда вот не могли сесть в самолеты после этого. Вот. Было туман у нас. Переживали, что из-за туманов не Да, вернется, да, вовремя. А вот сейчас смотрите на сына, возмужал? Ну,
Или таким, каким был и остался? Или все-таки вернулся Нет, уже? Ну, он вернулся, да, не так, как раньше. Раньше, да, конечно, для меня чуть молодее. А сейчас, ну, как, возрастел много, и как-то спокойным, и это, ну, я считаю, что дальше у него будет все хорошо, и станет как мужчина. Станет настоящим мужчиной, да? Вот, а у меня вопрос. А я просто не знала никогда, но у меня не было опыта, знаете, встречать или провожать кого-то в армию. Может, я поэтому еще так это трогательно отношусь к этой истории. Вот вы там с трапа самолета спускаетесь все с огромными букетами цветов. Вот там прям можно сейчас повторить даже, да? Посмотрите, телезрители, мальчики, красавчики идут по трапу в минус 40, и у каждого букет цветов. То есть я далека от традиций. Вот скажите честно, это вот у всех такая традиция или это ваша какая-то вот личная инициатива? Ну, это моя личная инициатива Это была. твоя личная инициатива, да? Да. А и Некоторые- вот у ребят тоже, да? Да. Посмотрите, сколько объятий. А вы, если бы вы слышали еще звук, там столько визгов, там все кричат, визжат. Вот так встречают наших солдат в аэропорте нашего города Якутск. Вообще столько эмоций, да? То есть и ты подарил букет роскошных роз кому? Маме? Маме, конечно. Мама плакала, да, там очень сильно. Ну, а вот скажи честно, если у тебя в будущем будет сын, отправишь его служить в армию? Да, конечно. Конечно, да? Да. А чего больше всего не хватало? Где? В армии? Да. Ну, много чего не хватает. Ну, давай, перечисляй, тогда очень стало интересно. Родных, Да, родных не хватало, Да. еще чего не хватало? друзей. Друзей не хватало. Так они с тобой же были, там, с Якутска 7 человек. Ну, только одно я знал. Ага, хорошо. Еще чего не хватало тебе? Маминой кухни не хватало? Конечно. Конечно. Как же без этого? А скажи, в килограммах прибавил ты или убавил? Так же, по-моему. Так же, да? Да, Каким не изменился. ушел, каким-то таким пришел, да? Да. Отлично. Ну что, я очень рада, что вы сегодня побывали в городе женщин. Можете пожелания, пользуясь случаем, пожелать всем телезрителям нашей республики, вот в преддверии Нового года, пожалуйста, папе слово. Ну, с этим случаем я попользуюсь, что сегодня День женщин города. Я всех женщин поздравляю с праздником сегодняшним. И также с наступающим 2020 года. Ага, хорошо. И поздравления от Айталы. Всех с наступающим Новым годом. Всем желаю счастья, много денег, друзей верных. И вот. И вот такой скромный парень у нас, да, и вот, говорит. Ну что, спасибо большое, и дай Бог, чтобы в каждой семье, да, кто провожает своих детей в армию, перед Новым годом они возвращались вот такие достойные, красивые, здоровые и счастливые. Спасибо вам большое, что посетили наш эфир, и всего вам самого наилучшего. Всего Ну, так. всего доброго. Ой, эмоции переполняют меня. Прям так захотелось сразу, знаете, сына, проводить его в армию и перед Новым годом встретить его с правильным салютом, после которого мы с Роспотребнадзором выбрали, с правильным столом, где у него не будет болеть потом животик. И хочется уже стать вот такой прям мама-мамой. Ну, а сейчас я отправляюсь к нашей стойке, потому что там такие ароматы, и мы будем готовиться к новогоднему столу. А в этом мне поможет уже наша любимица, садовод, овощевод, хозяюшка Варвара Ивановна Григорьева. Добро пожаловать, Варвара Ивановна, проходите. Вот она, наша помощница. Знаете, я напомню, возможно, многие не видели, осенью этого года Варвара Ивановна произвела фурор на нашем эфире, потому что она принесла здесь полностью, вся стойка была у нее в кабачках, тыквы, помидоры, огурцы. Редакция еще ела потом, наверное, несколько дней ее вкусное варенье, помидорчики. Но сегодня, Варвара Ивановна, мы говорим про новогодний стол. Ну, я хочу сказать, что в общем, прежде всего, добрый день, уважаемые телезрители. В преддверии Нового года, естественно, хочется приготовить что-то необычное. На наших столах будет изобилие продуктов, изобилие всего. Сегодня я хочу рассказать про то, что можно приготовить с простого кабачка на праздничный стол. Именно на праздничный стол. Кто бы мог подумать, да? Да. Просто Кабачок и праздничный стол. несколько блюд
Вот просто несколько блюд, которые будут кушать все домочадцы и гости с удовольствием. Прежде всего нужно испечь блинов. Простых блинов? Нет, именно кабачковых блинов. Товарищи, берем ручки, записываем. Кабачковые блины. Кабачковые блины, они чем хороши, что начинка у них может быть любая. И вот прежний гость говорил о том, что нужно покушать с вечера. Так вот эти блины можно начинить сначала мясом, накормить домочадцев, а детей можно также начинить творожком, покормить, а уже затем сделать кабачковый торт. Вот, кабачковый торт из блинов. Да, из блинов. Рецепт таков. Мы, значит, делаем кефир, туда пол чайной ложечки соды, загасить необходимо. Добавляем 2 яйца, чайную ложечку соли, столовую ложечку сахара. Так, я записываю. Вы, я не знаю как, еще раз. Кефир сколько? Кефира пачка. Одна обычно, пачка? Да, обычная Дальше? пачка. Потом, значит, обязательно соду. Сода гашеная. Размешать хорошо, чтобы хорошо это все, оно будет, блины тогда будут рыхлые, мягкие, очень вкусные. Все, дальше добавляем. Это в первую очередь. Потом добавляем, значит, пол чайной ложечки соли. Соль. Дальше. Столовая ложка сахара. Сахар. Да, молока пол-литра. Молоко пол-литра. И все это взбиваем и муки добавляем. Муки сколько? Муки сколько? Ну, как на обычные блины. По консистенции разбираемся, да? Как на обычные Так, блины. ну, в общем, Потом- замесили мы такое тесто. Да, нет. Потом дополнительно натираем кабачки. На терочке. На терочке натираем кабачки 200-300 грамм. Но это зависит от того, какой вы консистенции хотите. Если вы потолще хотите, значит, Хорошо. делайте побольше. И что, мы туда прям в тесто кабачок? Прямо в тесто туда ложим кабачок, все это перемешиваем и выпекаем блины. Где эти блины-то, покажи? Вот эти все блины, я уже вот их все как бы приготовила. Вот, испекла. смотрите, Ну, кабачковые они, в общем, да. кабачковые блины Вкус у у нас. них необычный. Ой, Очень это же как необычный. раз-таки вот про желудочно-кишечный тракт, да? Да. Чем просто блины, надо Да. сделать их кабачковые. А для того, чтобы сделать именно торт, вот эти все блинчики, затем мы обязательно смазываем майонезом сначала. Или сметанкой можно, да? Я развожу всегда майонез со сметанкой, чтобы не так жирно было. Так, хорошо. Вот. И мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, а пока мы сейчас с Варварой Ивановной здесь смазываем наши блинчики с сметанкой, с майонезом. И про начинку узнаем сразу после рекламной паузы. Итак, вы снова в городе из женщин, и сейчас мы готовим праздничный торт на стол 2020 года. И со мной рядом Варвара Ивановна Григорьева. Многие ее знают под псевдонимом Балабара, да? Да. Да, вот такая у нас гостья. Ну что, мы рассказали вам о том, как сделать тесто тесто с кабачками на блины. И блины постряпать. Мы сейчас совсем скоро покажем вам рецепт, еще раз напомним, из чего делается тесто для блинов. Ну и смотрите, испекли мы блинчики и начинаем смазывать, чтобы получился этот торт. Смазываем мы первый слой, можно показать крупным планом. Мы смазываем чем? Делаем заправочку, морковку натираем на терке, на крупной терочке можно, и лук. Все это пережариваем со специями и промазываем сначала майонез со сметанкой, потом эту делаем заправочку. Между ними прокладываем прямо вот помидорочки. То есть овощи, сплошные овощи. Да, вот про то, что нам говорил это гастроэнтеролог. очень полезный тортик, совсем не, как бы никто, тот, кто особенно рекомендуем его, Да, кто да, да. боится поправиться. Потом опять блинчик, да? Да, и блинчики. Этот слой, каждый слой вот так вот делаете. Потом опять блинчик. Какая кропотливая работа. Да, и зелень еще дополнительно. Еще слой зелени. Да. Ну, в общем, туда нужно положить Вот все, сейчас что последний вкусненько, слой да, такое? сделаем, да, вот так. А знаете, что я хотела бы отметить? Представляете? А вот Варвара Ивановна сегодня готовит вот нам из кабачка-то не покупного. У нее до сих пор свои свежие Свои кабачки. и тыквы, кабачки, все свое. Представляете? Где И все храните? заготовки. Секрет. В кладовке. Кладовки. Вот так вот. Кстати говоря, Они тыкву хорошо от Варвары хранятся. Ивановны я приготовила буквально
буквально недели 3 назад, с осени, кстати Которая говоря, я лежала, да? сварила варенье, да. С осени Да, лежала можно дома в прохладном цукаты месте. делать, можно варенье, можно тыкву сделать с мясом, с рисом в духовке, Вот. тоже на праздничный новогодний стол. Это все получается очень-очень Вот вкусно. такой торт из блинчиков Да, с кабачками и вот мы делаем. сверху еще мы. Давайте посмотрите, пожалуйста, внимание на рецепт теста для блинчиков. Еще раз напоминаю вам, да, что мы делаем кефир, добавляем соду, затем все это размешиваем, добавляем пол чайной ложки соли, столовую ложку сахара, молока пол-литра, муки на глаз и кабачок туда натираем, примерно 200-300 грамм на мелкой терочке. Замешиваем тесто, испекаем блины, и у нас получается вот такой праздничный торт. Я не могу много говорить, потому что у меня выделяется очень много слюней от этих запахов и от этой картинки. Вот, давайте я покажу. Вуаля, наш Его торт. украсить можно уже все, кто как желает. Тут можно добавить, можно год, кстати, мышки, поэтому можно в этот год просто вот так вот мышки посадить. А мышка-то из чего? Из яичка и колбаски? Так она яички, еще и с ресницами, посмотрите. Да, Какая поэтому милота. можно этот блинный торт начинять, дополнительно еще яйца туда добавлять, если вы мышки поставите. Это тоже вкуснятина. Поэтому Ой, с ума так. сойти. Все, теперь второе блюдо. Мы будем готовить закусочные роллы. роллы закусочные. Да, Вот да, и роллы те же самые закусочные. блины используем. Это те же самые блины, только мы в них будем ложить, значит, положим вот так вот. Ну это же Огурец, как в японской кухне ролл, да? да, Заварочка. огурчик, Зеленушки, петрушечка, да, зеленушечка, ломтик, ломтик, семги. семги и обязательно творожный сыр. Можно фету брать, можно любой. Если вы дома будете не торопиться, будете вот это, блинчик нужно хорошо-хорошо промазать весь, чтобы он был вот так промазанный, и тогда будет очень красиво смотреться на То столе. есть мы этим сырком Да, смазываем, да? вот этим сыром сначала смазываем, творожным он мягенький, его все вот это смазываем, и потом вот так вот заворачиваем, это делаем, да? Вот. И вот так вот разрезаем наискосок и подаем вот такие красивые роллы. Сюда обязательно тоже делаем, оформляем красиво зелень. И вот так подаем. Это будет уже... Цветочек с помидоркой, да? Да, и помидорочка вот так вот красиво оформить. И сюда вот... Давайте еще один. Давайте сделаем, еще чтобы- ролл один да. накрутим. Давайте. Смотрите, вот у меня готовы тут, Да, пока вы Варвара пока надо еще рассказываете. Да, я Вот, уже смотрите. как правильно вот сделать, то я первая торопилась. Варвара но- Ивановна, а можно пока вот вы смазываете тут, значит, следующий ролл? Я знаю, что у вас есть интересный секрет по поводу приготовления того самого холодца новогоднего. Да, кстати, холодец я готовлю необычный. Он у меня получается очень-очень вкусный. Делаю я это... Сейчас слушайте, записывайте тоже. В холодец нужно ложить несколько видов мяса. Куриную грудку, прежде всего, говядины. Можно положить жеребятинки, у кого есть оленина. А затем уже косточки, именно вот косточки, ножки. Ножки, да. И все это варим. Свиные. Это все варится. У холодца секрет какой большой. Его нельзя солить во время варенья. А только за час, за полчаса до того, как он изготовится. Вот тогда он будет очень нежный и вкусный. И еще, как только вы его стали варить, там собирается пенка и будет такой мутный бульон. Бульон Вот туда, мутный. да, вот туда надо луковицу помыть прямо шелухой и туда положить луковицу и морковку. Ага. И вот тогда бульон станет прозрачный, Вот светлый. он, секрет какой. Товарищи, 30 лет варю холодец, ну ладно, не И тогда- 30, чуть меньше, все время мутный. Думаю, а как они делают прозрачным? и тогда будет Секрет. очень-очень- Луковица с шелухой Да, и морковку да, туда да. целиком, и он станет прозрачный. Прозрачный, да. С ума сойти. Да. Вот это мы сделали.
Значит, еще раз говорю, смазываем сыром творожным, затем добавляем семгу. Ну, у кого нету семги, можно любую малосольную рыбку. Селедочку можно. Эконом-вариант. Можно, да. Затем зелень добавляем и снова все это сворачиваем и делаем наискосочек. И вот так вот. Вот такие получаются. О, красота. Необычные роллы. Вот так вот сюда сторону поверните. Надо с такими этими роллами пойти к нашему врачу-гастроэнтерологу, мне кажется, в гости. Она порадуется. Все очень вкусно и здорово. Обратите внимание, дорогие друзья, секрет приготовления холодца сейчас на вашем экране от нашей Балбары. Самое главное, что мы берем не просто только ножки куриные, свиные, мы туда же кладем разные виды мяса, оленина, жеребятина и так далее. И самое главное, чтобы ваш холодец был прозрачный, добавляем луковицу с шелухой и морковь. И не забудьте, пожалуйста, о том, что солить нужно за полчаса. Либо за час. До окончания варки. Хорошо, а мы переходим к третьему блюду из тех самых блинов с кабачками. Да, кабачки вот именно не чувствуются, поэтому их можно делать сладкими. Для этого вот у меня всегда есть свежая малина со своего огорода, свежая смородина черная. Сюда же можно, да, добавлять. И тут в этом вот делаем мы вот такой пунш. Это что? Как вы сделали пунш? Этот пунш вот прямо замороженный все. В блендере? Да, и в блендере долго взбиваете, и получается пунш. А от него же внизу будет сироп. Это тоже такой же вот именно малиновый сироп. Поэтому вот делаем блинчики. Это очень любят дети. Особенно это для детей. Можно сделать просто, смотрите, блинчик. Вот так вот, сахар. Сюда нужно еще. Или сахарную пудру. Сейчас я покажу. И блинчик. Представляете, да? Просто. Вот так вот зимой у тебя на новогоднем столе не просто свежая малина, правда. а она еще и со своего огорода. Да, вот. Это верх мастерства, мне кажется. Сюда же добавляем сахарную пудру. Можно просто сахар. Сворачиваем красиво блинчик. Вот так вот, да? Один. Ой, еще один. Можно, конечно. Да. Чтобы сюда добавлять. Малинка, вот можете попробовать запах. Ой, зря. Жаль, только... что телезрители не смогут попробовать. Такое чувство, что только с огорода. А с кем вы отмечаете Новый год, Варвара Ивановна? Только с семьей. Только с и семьей. родственники, да. У вас большая семья? Расскажите. Очень большая семья. Еще раз напомните нам про вашего внука. У нас интернациональная семья. Муж якут у меня, у дочери муж армянин. Поэтому блюда у нас на столе и армянские, и якутские, плюс еще я украинка, поэтому и украинские. С ума сойти. У вас, наверное, еще и весело, да? Очень. Значит, наверное, поете, танцуете, да, и все это кушаете. Да. И вот сейчас я рассказываю, да? Да. Эти блинчики можно просто полить. А вот тем самым сиропом. Сиропом, да. Просто поливаем и украшаем малинками вокруг. Ну, знаете, когда дома столько продуктов с огорода, приготовить вам вообще труда не составляет, да, ничего? Это все делается в красивой порционной тарелочке. Труда, да. Да, и вот так вот все красиво. А пунш у нас... А, вы в блинчик завернули пунш? Нет, это я такое сделала. И пудры присыпать. А еще и... Да, сахар. через ситочку, пудру через ситочку, тогда... Сыпется. Вот так. О, вот так, красота, ляпота. Как снежок. Очень красиво, хорошо. И у нас дальше что? Так, и еще просто блюдо, которое уже делаем с пуншем вот этим. Это воздушное такое блюдо. Вот прямо кладем на каждый блинчик. Раскладываем его. А, просто на блинчик сверху? Да, просто на блинчик сверху. Но это пунш, это взбитая малина и... Малина, смородина, земляничка. И плюс туда еще добавляем голубики, чтобы было разное. И на блендере все взбили? Все взбили и все вот полили тоже. Ой, сладкоежки, держитесь, крепитесь у экранов телевизора. Вот так вот. И, кстати говоря, здесь-то... Ой, кстати, мы еще же забыли. Блинчиков уже... А, вот я поставила, да. Еще одно блюдо забыли. Делаем такой же блинчик кабачковый. Сюда мы складываем банан. Вот так, да. Еще делаем и с бананом. Дети очень любят. Обычно
могут не кушать простой банан, ой, этот блинчик или банан, а тут вот так заворачиваем. Может, еще один Всё. блинчик? Нет? Это все. Ага. Вот так. Ну, и тоже вот его этот блинчик, смотрите, вот так вот. Это тоже ролл такой, Это как роллы получается, да. с бананом, Да. любителем бананчиков. Кто любит бананы, ну вообще как сладкий стол. А сколько вы блинов постряпали сегодня, если не секрет? А я не считаю. Ну, Много. Да, очень. Я заметила, что очень много. По времени-то сколько вам Ну, это? я еще и домочадцы поставила. А, еще и дома оставили? Да. Ой. Я прям не перестаю вами восхищаться, Вот. Варвара Ивановна. Вот. Но это... А потом еще пироги будут, торты будут. Все это будет на праздничном Ой. столе. Вот так. Это как Ну бы- что, мы благодарны Варваре Ивановне за потрясающий стол. И все это сделано из блинов с кабачками. Осталось 5 секунд. Поздравления, Варвара Ивановна. Ой, я с удовольствием хочу поздравить с наступающим Новым годом близких, друзей, знакомых, своих садоводов-огородников, всех жителей республики. Счастья, тепла, добра, удачи.